Если выделить лидеров в части нерационального использования бюджетных средств, то, по словам председателя Счетной палаты, тут абсолютными чемпионами стали Госстрой, ГНС, Минобрнауки, Североэлектро и Институт Айлык-Мыту. При этом наибольшая сумма финансовых нарушений выявлена в деятельности Кыргыз-Темиржолу. На вопрос депутатов, с чем связано подобное явление на местах, главный ревизор республики ответил. В Минтрансе, к примеру, это связано со строительством дорог, а в Кыргыз-Темиржолу выявлена сокрытая дебиторская задолженность, но все было исправлено до проверки. Ну а если говорить в общем, что выявлены Счетной палатой в 2018 году резервы и потери бюджета составили 13 миллиардов 236,5 миллионов сомов, возмещению подлежит 1 миллиард 791,5 миллион сомов. За отчетный период возмещено 991 миллион сомов, или 55%. Однако, несмотря на старания Счетной палаты, отдельные депутаты решили слегка покритиковать ведомство за излишние проверки министерств и других госорганов. В свою очередь, глава палаты выразил свое несогласие с доводами парламентария и отметил, что эти самые проверки, наоборот, уменьшились в 2, а то и в 3 раза. По его словам, если раньше в год было 200-300 постановлений о проверках, то сейчас их гораздо меньше. Тогда нардепы посоветовали главному ревизору работать так, чтобы дважды не делать одну и ту же работу, тратя на это время и силы. Я знаю, что Счетная палата может организовать дополнительные проверки. Но позвольте, когда же госорганы начнут работать? Вместо этого они занимаются только дачей отчетов для проверок. В этой связи хочу попросить ваших коллег качественнее проверять госорганы, чтобы дважды не проверять и не делать одну и ту же работу по нескольку раз. Пользуясь случаем, депутаты спросили у Марипова, возвращены ли деньги, которые были нерационально использованы при модернизации ТЭЦ, на что главный ревизор ответил, что сейчас все еще идут судебные разбирательства, а деньги так и не возвращены. Далее нардепы решили полюбопытствовать и спросить у главы ведомства, сколько на сегодняшний день составляет его заработная плата и его подчиненных, на что председатель Счетной палаты ответил, что его оклад на сегодняшний день варьируется в районе 26 тысяч. Аудиторы в среднем получают около 19, правда тут все зависит от стажа работы, а рядовые инспекторы зарабатывают по 13 600 сомов ежемесячно. То ли в шутку, то ли с реальным намеком на недалекое будущее, но парламентарии считают этот объем денежного довольствия низким для человека, который выявляет миллионные нарушения. А раз так, то, по мнению отдельных законодателей, ревизоры должны получать больше, например, по 200-300 тысяч сомов. Тогда у людей не будет соблазна. Медербек Мамбеталиев, Эльчебек Кыштыбаев, новости Ош Перим.